Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, дорогие зрители, гости канала. Не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик, получайте уведомления о новых видео. Огромнейшее спасибо заранее за ваши лайки, за вашу подписку, за ваши хорошие теплые комментарии. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Линия вашей судьбы. Что у вас впереди? Если тема интересна, пожалуйста, настраивайтесь на мое гадание. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, подумайте о своих планах, надеждах и мечтах на будущее. Мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Какая же она, линия моей судьбы? Что у меня впереди? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим на вашу линию судьбы и что же у вас там впереди. Так, очень хороший знак, очень хороший знак. Вообще, я честно скажу, тут идет речь о свадьбе. Здесь свадьба. Свадьба в прямом смысле слова, да, кто-то будет замуж выходить, причем при параде, при фате. Здесь прям такая церемония очень красивая, счастливая семья. А кто-то будет, может быть, даже праздновать какое-то событие, связанное со свадьбой. То есть какая-то годовщина, очень круглая дата. Может быть, вы проведете специальную какую-то выездную церемонию, где вы будете там венчаться, либо клятвы какие-то давать. Здесь вот прям самый главный рисунок, это именно идет свадьба, заключение союза между двумя людьми. Мои дорогие, вот как хотите. Этот песок, он говорит о том, что свадьбе быть союзу, быть празднику, быть клятвам, быть большому празднику, да, вот именно праздник не только между двумя людьми, но как будто бы еще и гости есть, и гости вот странные какие-то, вот как будто бы самые близкие люди, ваши гости, да, которые очень хорошо вас знают, очень многое о вас знают. Знаете, ну опять же таки, да, либо это... Смотрите, у одних это действительно будет новый союз, новый брак, новое заключение, да, вот союза, договоренностей, брачный союз, а у других это будет годовщина, какой-то вот важный праздник, может быть, я точно не разбираюсь в этом, да, вот есть там золотая свадьба, да, платиновая, жемчужная, вот разные, вот что-то вы прям с такой помпой будете отмечать. Может быть, когда вы выходили замуж, у вас не было праздника, у вас не было белого платья, у вас не было там гостей, церемонии не было, и теперь вот прошли годы, и вы как будто бы решаете для себя, что да, вот хорошо бы было бы мне все это все-таки прожить, испытать и получить. И вот вы устраиваете себе такой праздник, вы делаете вот эту церемонию. В любом случае, мне очень нравится то, что вы либо вступаете в новый счастливый союз, да, либо вы перед Богом и людьми подтверждаете, что ваш союз, он счастливый, что вы рады, что вы вместе с этим человеком, что у вас все хорошо, что вы вместе рука об руку будете, жизнь шли, да, и дальше будете идти вместе. Это очень хороший знак. Знак праздника, знак счастья. Вот что идет. Дальше. У многих идет избавление от какой-то колючки. Колючка, неприятность, какая-то вот гора неприятностей. То, что вам очень сильно мешало и что вы наконец-таки сможете убрать со своего пути. Причем уберете вы, приложив конкретные усилия. Это что-то, оно, знаете, как будто бы уже приросло к месту. Да? То есть возможно, даже придется где-то что-то от чего-то, от кого-то отказаться, чтобы избавиться от этих проблем. Знаете, здесь очень много будет разговоров, очень много будет обсуждений, очень много будет какой-то вот прям воды. Вода. Но
решение будет принято и решение будет исполнено. Понимаете? Освобождение. Освобождение от чего-то прям как кандалы, вот прям как будто бы вы привязаны к чему-то были. И наконец-таки вы от этого избавляетесь. Кстати, это может быть окончание выплаты кредита, окончание может быть выплат по ипотеке, может быть окончание каких-то сложных отношений, токсичных отношений, да, уход, разрыв, выход. Также может быть влияние человека, который вот прям, ну я не знаю, соки с вас пил, да, за веревочки дергал и над вами измывался, издевался, да, избавление от этого человека. То есть я вижу, что вы будете резать честно, вы будете по-живому, но оно того стоит. Вы настолько себя свободно и хорошо почувствуете, будете просто летать и парить над облаками. Дальше у вас здесь человек, который в вашу жизнь спешит, стремится, бежит, стучит, с ног сбился, да, человек желает принести вам, смотрите, половиночку Луны. Человек мечтает с вами поскорее объединиться в каком-то, может быть, союзе. Это может быть опять даже брачный союз, да, знакомство с человеком, с кем у вас будет вот эта свадьба. Может быть, это партнер по бизнесу, по каким-то делам. Может быть, это ваш наставник, либо это ваш ученик. Понимаете, вот человек, который станет, ну, вашей тенью, да, вот по-другому не скажешь. Человек стремится и бежит в вашу жизнь. Вот, кстати, и зайдет он в вашу жизнь, причем он идет не с пустыми руками. Он что-то вам принесет, какие-то дары, может быть, какие-то знания, какую-то помощь в чем-то. То есть человек не только вот новый, но и важный, полезный, нужный. Дальше идем. Здесь у вас кошка такая гуляет, но кошка как раз-таки она уходит в другую сторону. То есть смотрите, между вами и кем-то кто-то запускал эту кошку, которая, ну, скажем так, туда-сюда ходила, хвостиком виляла, да, и делала неприятности в вашем окружении, либо с кем-то из ваших близких, с кем-то вы спорили, ругались, какие-то неприятности были. Эта кошка, она ручная, но она не вами прирученная, да, то есть человек какой-то специально очень грубо вмешивался в вашу жизнь, либо в ваши отношения, либо в ваши дела. И вот прям вот этим вмешательством как будто бы человек вас контролировал, тут даже не контроль, а больше как кошмар какой-то происходит. Вот эта ситуация, она уходит, потому что вы станете сильнее, чем этот человек, и вы эту кошку вот просто вот вы выпустите, да, на улицу, да, она уже не сможет там ходить и вам вредить. А здесь в любом случае, знаете, как идет мир с кем-то, примирение, восстановление, выход на какой-то новый уровень. То есть если вы в семье там спорили, ругались, ссорились, за что-то там с друг другом бились, доказывали, то вот это все уходит. Какие-то высшие ценности для вас приобретают очертания, форму и значимость. И вы уже уходите туда, в высшие ценности. В любом случае, здесь ситуация того, что люди понимают, что жизнь, она ведь скоротечна, и что тратить время на конфликты, на какие-то пустые обиды ни к чему хорошему не приведет. То есть здравый смысл побеждает. И вот этот вот, который все это затевал, он ужасно себя чувствует, он волосы на себе рвет и понимает, что закончилось его время, закончилось его вот это влияние. А здесь человек, кстати, может себя очень открыто обозначить, прям прийти и высказать в лицо, да, все свое там негодование, что фу, какие вы противные, фу, какие вы там странные, я там вас не люблю, да, я вас не уважаю. То есть как-то вот прям покажет всю свою темную вот эту суть. А этот человек, он где-то вот в вашем окружении, какой-то вот прям близкий, может быть даже какой-то близкий родственник, может быть кто-то вот прям, ну прям, я не знаю, вот прям в вашем доме живет, да, либо ваш брат может быть там муж вашей сестры, да, то есть какой-то вот прям близкий человек. И вот он вот как будто бы всех ненавидел, да, вот всем пытался там неприятности сделать. И вот наконец-таки он себя обозначит, тем самым, ну как мишенью станет, да, и вот вы объединитесь, семья объединится против этого человека, вот как изгнан этот человек будет, да, изгнание из рая будет происходить. То есть для этого человека действительно будет в прямом смысле вот изгнание из рая. А вы же почувствуете себя единой семьей, единым каким-то коллективом, почувствуете, что вы, да, действительно друг другу нужны, важны, и что вы друг друга любите. А этот нехороший человек, он уйдет и больше мешать вам не станет. Дальше я вижу, что у многих
идет ситуация какого-то вынужденного отъезда, переезда, какой-то поездки. Вы идете в эту поездку с опущенной головой. Вам страшно, вам неприятно, вы переживаете за будущее, каким же оно будет. Либо вы едете не туда, куда хотели, планировали, либо, ну, прям так, знаете, складывается, что вас эта поездка пугает и не ясен конечный результат этой поездки, не ясно, что ждет вас, да, по приезду. Но я скажу вам такую вещь, открою вам, вернее, такую вещь, что там вас ждет и успех, и достижение, и счастье, и радость, и богатство, и весь спектр красок, который вот человек может себе желать, вас там ждет. Там все будет замечательно, там все сложится самым лучшим, наилучшим образом для вас. Там люди будут счастливы, там вы построите какие-то вот прям какие-то базисы, да, работа, семья, учеба, достижения, друзья, коллектив. Понимаете, вот что вы будете там делать. И мало того, я скажу, что вы поедете туда первым человеком, да, а за вами еще люди поедут. Понимаете, вот может быть ваши родственники, ваши друзья, еще кто-то туда поедет. Так что вы одним там человеком, вот один человек там не останется. Там целая как будто бы группа вас организуется. Дальше. Вопрос, который долго мучил, который вот, я не знаю, это ситуация, которая вот врезалась в вашу жизнь вот таким страшным каким-то перекрестком, да, как будто бы авария случилась. Эта ситуация могла быть связана со здоровьем, с судами, с какими-то разбирательствами, с какими-то, может быть, даже преследованиями. Вот у кого-то вот такая ситуация произошла. Мои дорогие, это по судьбе. Это по судьбе, вам нужно было это пережить. Многие из вас сейчас клянут небеса, да, за что мне такая ситуация. А я вам скажу, вы что-то отрабатываете, вы что-то проходите. Видите, вот такая вот, ну, пантера, да, тигр сидит у вас над головой. Но вы сильнее, вы держите за лапки этого тигра, не даете себя укусить. Вы сбросите вот эту опасность со своей головы. Вы сможете это сделать. Да, это нелегко, да, это потребует от вас и усилий, и ловкости, и возможностей. Всего потребует, но у вас получится. Почему эта ситуация произошла? Ну, это карма, либо судьба, вот как хотите называйте. Может быть, кармический узел, испытание, которое вы должны пройти. Радуйтесь, радуйтесь тому, что не настолько жестко. Радуйтесь, что не лишили свободы. Радуйтесь, что не лишили вас возможности передвигаться, что вы понимаете, что у вас есть возможность защищаться, что у вас есть возможность схватить вот эту опасность за лапы, да, и сбросить ее со своей головы. Вы так и сделаете, только время немножечко пройдет. Пока вы не осознаете очень важную вещь, для чего вам этот урок дан, да, для чего вам это все послали, пока вы будете еще пытаться бороться с этим тигром, да, либо с пантерой, вот кто кого видит. Вот видите, вот это существо с длинным хвостом такое вот прям хищное, да, и вы вот за лапы его держите. Но то, что эта ситуация, она из вашей жизни уйдет, и то, что вы выйдете из этой ситуации, это стопроцентное да. Да, выйдете вы уже человеком прокачанным, который понимает уже смысл жизни, смысл событий, обстоятельств, который прошел урок, но прошел его, сдал экзамен, да, не сломался, не был отчислен с курса, а именно сдал экзамен. Поэтому, мои дорогие, тут сложная ситуация, она может занять даже несколько лет в вашей жизни, но вы справитесь. У вас, кстати, помощник хороший будет, либо даже два помощника, которые будут вас вести, как будто бы наставлять, да, показывать, куда идти, где стоит, где не стоит, где нужно там что-то сказать, сделать, либо наоборот не делать. То есть здесь без помощников, конечно, не обойтись, и этих помощников в нужное время вам будут, ну, выдавать. Вот прям, да, приходит время вам получить помощника раз, ситуация поменялась, у вас помощник появился. А помощник помог, сделал свое дело, ушел. Пришел другой человек, который вам помогает. Вот такая будет идти ситуация. Не обижайтесь на судьбу, не кляните. Знайте, что это вот по судьбе вам идет. Вы должны были это пройти. Благодарите за то, что не так жестко. Благодарите. Если вам эта ситуация уже не вмоготу, потому что, ну, я вижу, что кто-то вот прям устал уже, да, чуть ли не надорвался. Тогда, мои дорогие, вам откуп в помощь. Я всегда и всем говорю, что откуп — это самая действенная вещь, которая помогает практически, ну, это беспроигрышный вариант, помогает практически в любой ситуации. Идите,
к святым местам, к святым мощам, к святым иконам и откупайтесь. Откупайтесь от бед, откупайтесь от неприятностей. Вот просто несите откуп, да, откуп можно вот что угодно. Хотите деньги, хотите еду, хотите там украшения, оставляйте и просите, чтобы взамен вам облегчили вашу участь, чтобы вам судьбу немножечко прокачали, да, и дали вам передышку, либо избавили, либо отпустили. Говорите сердцем, не умом, сердцем говорите, просите, и вам обязательно дадут. Но я вижу, что как бы ни сложилась ваша ситуация, вы совсем справитесь, все будет хорошо. Мои дорогие, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.